Вот возвращаясь к нашему вопросу, да, который я вот задал по поводу локального конфликта между киргизами и таджиками. Как вы все же думаете, эти оба вот братских народа, да, два братских народа, они смогут между собой договориться? Все-таки принять разумное решение? Скажем так, братские народы в исламе, да, может быть, но братские народы в происхождении это не так, потому что таджикские люди вот персидского происхождения и киргизские люди, они тюркского происхождения, вот. Но, скажем так, ислам в себе, сам в себе не знает разницу между народами. Да, но у нас, например, у азербайджанцев принято говорить, что мой сосед лучше моего дальнего родственника. Да. То есть, если учитывать географию этих двух народов, да, Да. Киргизия и Таджикистан, они соседи. Да. И как у нас, я сказал, вот принято, сосед, он лучше моего далекого, так скажем, родственника. Ну, да. Иран и Турция, я не знаю, наше, так скажем, тюркское начало или их персидское начало. Я думаю, что это все будет лучше оставить как бы в стороне и сесть за стол переговоров, решить проблему во благо своего народа, во благо будущих, да, поколений таджикских, и таджикского и, так скажем, киргизского народов, чтобы не было уже второго, так скажем, карабахского конфликта на наших, так сказать, ну это тоже наши братья, понимаете, да, я вот как азербайджанец могу сказать, да, то есть я как азербайджанский турок, киргизы мне тоже братья, а с другой стороны у меня вера общая, как с киргизами, так и с таджиками, да, то есть они тоже мне братья, и для меня, например, это будет больно смотреть, как два братских мне близких народа будут враждовать между собой и воевать, и будут потери с обеих сторон. И ты будешь стоять как бы, да, между двумя, вроде бы охота защитить оба, а как, куда пойти? На обеих сторонах твоя же кровь. Нет причины, по которой воевать друг с другом. И почему? Потому что вот, как вы уж сказали, Кыргызстан, киргизы и таджики, они все мусульмане. Вот, значит, у них похожая культура, и вот вроде, если этот территориальный конфликт не был, скажем так, дружные отношения не были бы так проблематичнее, мне кажется. Но что можно сказать, это, как сказать, наблюдать, как развивается конфликт, и вот, и потом, скажем так, всегда иметь в виду, что люди, которые жалеют больше всего, это не правительство Таджикистана, это не правительство Кыргызстана, это цивилисты, это цивильные люди, которые... вот это граждане, которые иногда тоже должны служить на войне, и вот кто хочет этого? Кто хочет этого? Как вы думаете, сможет ли немецкое правительство, наше Бундесрегierung, оказать посильную помощь в избежании данной проблемы? Нашему правительству лучше не вмешать, потому что они делают иногда, вот это, ну, хорошо, в принципе, это неплохо найти хорошее решение для двух сторон, но, скажем так, я, честно говоря, не знаю официальную позицию нашего правительства в этом случае, я не знаю. Все-таки культура, музыка – это такая категория, скажем, она не имеет границ, она не знает границ. И я думаю, что, может быть, и наши таджикские, киргизские зрители, друзья, так скажем, участники этого ютуба, может быть, посмотрев данное видео, задумаются, что немец, находясь за 3-9 земель от границ Киргизстана и Таджикистана, он изучает их проблематику, и он любит их, и он посвящает им песню, чтобы они задумались о мире, чтобы не воевали, чтобы не проливалась кровь на этой земле, которая дала миру, мировой культуре и науке очень-очень ценных людей и очень-очень ценные произведения. Спасибо. Сейчас я выступаю с песней «Кечки туман», кыргызская песня.
Матис, огромное вам спасибо за то, что пришли, за то, что не остаетесь равнодушным к тому, что происходит в нашем мире, на нашей планете, а в частности на тех территориях, которые для нас очень важны, очень ценны, и где проживают наши братья и сестры, как по вере, так и по человечеству. Спасибо вам за ваш вклад, за мир и за то, что вы, опять-таки, не остаетесь равнодушным. Огромное вам спасибо. Ни за что.